Доктор тибетской медицины, который творит чудеса. Доктор Джома. Джома Дунши родился в 1973 году в Тибете в простой крестьянской семье. Он был самым младшим, 10-м ребенком. В 2000 году, благодаря своей маме, он приехал в Россию работать по контракту в качестве консультанта по восточной медицине и получил направление в Кижингинскую районную больницу Республики Бурятия. Уже тогда к нему на прием начали обращаться люди со всех восточных регионов Российской Федерации. В 2002 году при поддержке президента Республики Бурятия Потапова Леонида Васильевича, председателя Народного хурала Республики Бурятия Павлова Владимира Анатольевича и мэра города Улан-Удэ Айдаева Геннадия Архиповича начал работать в городе Улан-Удэ и продолжает свою деятельность в настоящее время. Теперь известность он приобретает не только в России, но и за его пределами. Основное направление в лечебной деятельности, которое показывает превосходные результаты, это лечение женских заболеваний и особенно бесплодия, женского и мужского. Результатом его медицинской практики является рождение более 1000 детей. К нему обращаются люди после безуспешных попыток лечения в западной медицине, и он сделал счастливыми 1000 семей. И он показывает уникальные результаты по лечению бесплодия и мужского, и женского. Мы так считали, примерно эффективность 95-97%, что это помогает в тех случаях, когда медицина уже отказала. Это действительно очень шикарные результаты. Многоуважаемый, всеми нами обожаемый. Не было деток у меня 5 лет. Врачи сказали, надежды нет. Но слава Богу, попала я к вам. Какое счастье, что приехали вы к нам. Вы настоящий профессор, доктор, знаток. В тибетской медицине вы знаете толк. Не устаю быть благодарна Богу и вам. Я не могла иметь детей 6 лет. Тут с легкой руки Джома Дунши я обрела материнство. В 2014 году у меня родилась вторая дочь моя, ее зовут Мария. Мы стали счастливыми людьми, за что благодарны нашему доктору. Потом прошло время, Маша уже пошла в 1 класс, и захотелось уже второго ребенка, и врачи опять-таки поставили мне уже вторичное бесплодие. Мы обратились опять к этому чудесному тибетологу, и появилась вторая дочка у нас спустя 8 лет, когда мы уже созрели и приготовились. Вот это вот чудо, наша Полиночка, ей уже 5 лет. Хочу выразить благодарность доктору Джома Дунши. Вы наша надежда. Вы дарите женщинам счастье быть родителями. И благодаря вам в нашем доме шумно, слышен детский смех. Спасибо вам, доктор. Спасибо, что вдохновляете. Спасибо за счастье семейное, женское. То, что мы можем целовать наших деток. Уважаемый Джома Дунши, наша семья выражает вам свою благодарность. Благодаря вашему лечению у нас появился ребенок. Мы очень счастливы. Желаем всем вашим пациентам познать счастье, стать родителями. Низкий вам поклон. В феврале 2018 года, благодаря вам, в нашей семье появился замечательный малыш. Мы от всей души благодарим вас за то, что мы смогли снова стать родителями и испытать это невероятное счастье. За вашу помощь и внимание вас искренне благодарю. Спасибо вам за понимание, я это в сердце сохраню. За ваши добрые стремления, пускай судьба благодарит. Всегда, вам всюду, без сомнения, удача пусть благоволит. За свою 20-летнюю работу в России доктор Джома получил более 30 почетных грамот, в том числе грамоты Народного хурала Республики Бурятия, грамоты от Агентства по делам семьи и детей за большой вклад в формирование здорового образа жизни, содействие в реализации концепции демографического развития Республики Бурятия и укрепление семейных отношений в обществе. В 2010 году ему было присвоено звание
лучший целитель России. Доктор Джома ведет большую научную работу, постоянно работает над улучшением качества лечения. Он является профессором народной медицины РАНом, профессором медицинского университета Чинда. Активно участвует в международных конференциях, где выступает с докладами о проведенной научной работе. Является автором 11 книг по тибетской медицине. Книга «Основы тибетской медицины» утверждена Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для вузов России. В 2019 году выпущена книга «Искусство долголетия по тибетской медицине», которая единственная распространяется в 20 странах мира и является энциклопедией тибетской медицины. Доктор Джома не только обладает глубокими знаниями, но и постоянно работает над собой, ежедневно занимается духовной практикой, чтобы делиться той целительной энергией, которая способна подарить сотням женщинам радость материнства. Джома Дуншин считает, что ребенок в семье – это залог благополучия, теплых отношений между супругами, возможность взглянуть на жизнь иначе и избавиться от многих проблем. Разработанная авторская методика лечения бесплодия доктора Джома, которая является синтезом древней тибетской медицины, собственных научных изысканий и практического опыта, шокировала научное медицинское сообщество своими удивительными результатами. Многие ученые и профессоры медицины не могут поверить этому чуду, найти научное объяснение феномену Джома Дуншин, после лечения которого рожают женщины после 20 лет с лишним бесплодия, и даже с такими серьезными хирургическими заболеваниями, как непроходимость труб и другие. С мужем жили вместе 23 года. Ни разу не было беременности. Где только не лечились, сколько врачей не прошли. Делали ЭКО 4 раза. Мало клеток и плохого качества. Плюс у мужа были проблемы со спермой. И после лечения у Джомы Дуншин прошло 2 месяца, и вдруг чудо – беременность. Первый раз в жизни самостоятельная беременность. По-другому как чудо это не назовешь. Мы очень благодарны Джем, счастью нет предела. Я была в отчаянии, а теперь знаю и верю, что все будет отлично. Чтобы это чудо произошло, доктору приходится затрачивать много сил, энергии и времени, которые приводят к чрезмерным физическим и моральным нагрузкам. Я действительно очень много раз хотел прекратить заниматься лечебной практикой от физической и моральной усталости, но когда я вижу очень много женщин со слезами, с последней надеждой, когда ко мне обращаются, и когда я вижу очень много детей родились после моего лечения, тогда я думаю, что не зря потратили столько много сил на это лечение, имею в виду по поводу лечения бесплодия. И думаю, что я очень счастлива за то, что я смогу сделать очень много семей счастливыми.